Песнь 10 о том, как опозорился Аксак-Темир, вступив в битву с ханом Тохтамышем. Тохтамышу пир Галяддин передал Идыгея ответ. Войско собрал хан-властелин, выехал из дворца чуть свет. С ним его 9 стариков, 9 родичей смельчаков, отпрыск Мютана Кыпшак-би, сын Исентая Худайберды-би, Карахуджа Аргын-би, сын Камала Жанбай-би, би Янгура властитель страны, би Ильтарас владетель страны, Аланов властитель Алман-би, Полков предводитель Дюрмен-би, из Кенегеса Карим-би, из Уймавока Умар-би, из Тарлавока Тюмен-би. Множество были для дела войны, тысяцких, сотских, десятских видны, и иргаволы на конях, и сургаволы на конях, и ясаулы на конях. Все, кто мог помчаться в поход, все, чей род, Чингизов род, выехали из дворца, не осталось даже юнца. Лишь бы способен был сесть в седло, сапоги надев наголо, неизмеримо было число пеших бойцов на всех путях. Черно зетнув Чингиза стяг, черной пушкой внушавший страх, выстрелами колебля прах, оглашая рассветную тишь, войско повел хан Тохтамыш. Увидав эту сильную рать, начал шах Темир размышлять. Двинулся в поход Идыгей, и пока не вернулся он, это дело свершу похитрей, Тохтамыш от Идиля идет. От Яика пойду наперед, прежде чем враг удар нанесет, я удар нанесу ему. Идыгея, власть не деля, я в союзники не возьму. Станет моей его земля, станет Идиль река моей, и не нужен мне Идыгей. Так сказал Тимер хитрец, поднял рать Тимер хромец, правое возглавил крыло Би Каплан, храбрецов вожак, левое возглавил крыло именитый Би Кайгоршак. Впереди стояли слоны, а особенно был силен белый остробивневый слон. Шахский был на слоне балдахин, в нем на престоле шах-властелин. От Яика до Идиля реки растянулись Тимиря полки. Так свела две рати война, каждая огромно сильна, между ними Майдан, как струна. Наступила на миг тишина, в латы серебряный одет, что слепили, как солнечный свет, с булавою наперевес, 9-зубою булавой, 9 батманов, вот ее вес, вышел для схватки Ир-Каплан. С Тохтамышевой стороны выехал Би Кыпшак на Майдан. Всадник с лиственницу высотой, шлемом увенчанной головой, он спокойно держал копье, 80 вершков длиной. Прах заставив дрожать под собой, в лиственницу длиной свое, в Ир-Каплана метнул он копье. 80 вершков длиной, панцирь пробить копье не смогло. В белое тело оно не вошло. Ловким оказался Каплан, он крюком изогнул свой стан. Он к Кыпшаку будто прилип, и железной своей булавой он копье Кыпшака расшиб. 90 вершков длиной, 9-зубая булава, крепко изранив тело коня, озимь ударилась звеня. Вздрогнул пестрый конь Аргамак, не пошевелился Кыпшак. Ир-Каплан к нему подскочил и заметный ворот схватил. Дернул его заметный крюк, белого света не взвидев вокруг, словно шест пошатнулся конь. Как верблюд покачнулся конь, даже не шевельнулся Кыпшак. На врага спокойно глядит, вот, держа на вытяжку щит, Ир-Каплану он подскочил, за плечо Ир-Каплана схватил и предплечье его свихнул, как барана его скрутил, и в охапку его загреб, Тохтамышу под самый нос пленного Ир-Каплана поднес, гордые слова произнес. «Я Кыпшак, че сильна рука, отче мой дом и Тиль река. Вот мое слово, свой дом врагам я никогда разрушить не дам. Перед Тимиром я не склонюсь, не упаду к его ногам.
Ир-Каплан отважен, силен, я его схватил в полон. Вот он, пленный Ир-Каплан, что с ним делать, скажи, мой хан. Хан Тахтамыш сказал тогда: холодна в котле вода, если Батыра ты поборол, сердце у него разорви, окуни его труп в котел, крепким камнем его придави, да не страшимся его обид. Был Каплан Кыпчаком убит, сел Кыпчак на скакуна, лиственница его вышина, снова в руку взял он свое 80 вершков копье и на Майдан поскакал опять, заставляя землю дрожать. Солнце уже погружалось во тьму, не уступил он Майдан никому. На Майдане врагов поборов, он 12 копий сломал, уничтожил 6 топоров, 39 богатырей, что Каплана были храбрей, в быстрых схватках он победил. Одного за предплечье схватил, взял другого за воротник, третьего из седла извлек, пленника по земле поволок, бросил у Тахтамышевых ног. Поражений не знавший в войне, на остробивневом белом слоне, восседавший вздрогнул Тимир, тесным ему показался мир. Глядя, едва не ослеп эмир, кровью глаза его налились, черные думы в душе поднялись. Вижу теперь, что он богатырь, всю захватил он степную ширь, ставка его моей грозней, черный стяг Чингиза над ней, черный стяг, осенивший рать, дюжине воинов не поднять. Вьючным верблюдом, чё 20 число, черный стяг поднять тяжело. Возвышаясь над ширью степной, хан Тахтамыш восседал так. На котел с холодной водой приказал поставить думбак. Били воины в барабан, возбуждали воинский стан. Тут же сидел Батыр Кыпчак, 39 богатырей одолел этот бисмичак. Тахтамыш восседал, возгордясь, Тахтамыш хохотал, развалясь. Чаши своих расширял он глаз. Тимиршаха бойцы не раз собирались удар нанести, а пришлось назад отойти. Шах Тимир из рода Барлас посинел, стал губы кусать. Оказалось, злился хромец, Тахтамыша один боец 40 моих стоит бойцов, знаменитейших храбрецов. Оказалось, это земля, та земля, где погибель моя. Убоявшись, Тимир трепетал, испугавшись, молитву читал. То вставал, то садился шах, а в глазах тревога и страх. Красный солнечный шар погас, выплыл месяц в вечерний час. Свой шатер удалился шах, ни охота ни пить, ни есть. То он справа пробует сесть, то он слева пробует сесть. Голова тревогой полна, шаху нет ни покоя, ни сна. Пробуждается утром трава, разливается дня синева. Там, где близко святой сарай, где великой степи благодать, зашумела татарская рать, ставку ханскую утвердив и Майдан в степи оградив, начала похлебку варить. 10 тысяч, наполнив котлов, разожгла 10 тысяч костров, а голоса все шумней и шумней. Стяг Чингиза взметнула рать, крепкоруких 15 мужей были не в силах его поднять. Вьючным верблюдом, чье 20 число, стяг Чингиза поднять тяжело. Был подвешен, столь же тяжел, со студеной водою котел. Вот Сурная заслушался дол, зазвенели в утренний час. Чанг-Кубыс златоглавый и Сас оглушили воинский стан, маленький и большой барабан. Из Чингизова дома хан Тахтамыш на престоле воссел, озирая степной предел. На другой восседал в стороне, на могучем белом слоне, шах Тимир, готовый к войне. Появился на быстром коне, равном лиственнице по вышине, на середине Майдана Кыпчак, заставляя землю дрожать. «Кто остался Майдан держать?» — вопросил с тревогой в очах полководец своих Тимиршах. Приподнявшись направо взглянул, приподнявшись налево взглянул, и бойцов он увидел и мул. Всех объял, увидел он страх. Вспыхнул внутри Тимиршах, мнилось, пламя его жжет,
а снаружи он посинел, превратился в холодный лед. Он вспомнил свои дела. В Самарканде дознают все. Я мечети воздвигал купола. Я мечетями и медресе разукрасил свою Бухару. Воевал в холода и в жару. 70 ханов я убил. 70 городов истребил. 70 мне исполнилось лет. Где ж мои смельчаки? Их нет. Где бойцы, внушавшие страх, утонули в холодных котлах? Там опухают их сердца. Ни одного нет храбреца. Если начал войну Тохтамыш, разве перед ним устоишь? Тимир-Шаха объял испуг. Черным, как уголь, стал он вдруг. Прочитал Альберт Нигамаев.